Азербайджанская народная артистка Нермин Садыкова представила свою работу, чтобы поддержать турок Восточного Туркестана и уйгуров, посвященную уйгурской народной артистке, которую китайская администрация пыталась заставить замолчать. Нермин Садыкова написала в социальных сетях: «Уйгурская народная песня – это поддержка наших братьев. Давайте будем голосом уйгурских турок. Давайте не будем забывать наших уйгурских народных братьев». В 2021 году США официально признали жестокое обращение Китая с уйгурами и другими представителями тюркского мусульманского населения в Восточном Туркестане геноцидом. Две уйгурские организации, поддерживающие независимость Восточного Туркестана, правительство Восточного Туркестана в изгнании и Национальное движение Восточного Туркестана, провели пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне в честь второй годовщины геноцида уйгуров, официально признанного Соединенными Штатами, и опубликовали Белую книгу, опровергающую утверждение Китая о том, что Синьцзянь с древних времен был частью Китая. На пресс-конференции 18 января группы опубликовали краткое изложение 12-страничного официального документа под названием «Восточный Туркестан никогда не был частью Китая. Восстановление независимости – единственный выход», в котором содержится призыв положить конец продолжающемуся геноциду в Китае. По мнению уйгурских организаций, обеспечение основных свобод прав человека и выживание уйгуров и других тюркских народов в оккупированном Китайской Народной Республикой Восточном Туркестане требует восстановления независимости Восточного Туркестана. Китай раскритиковал призыв министра финансов США Джанет Йеллен к африканским странам об облегчении задолженности Замбии перед всеми государственными и частными кредиторами. В заявлении посольства Китая в Замбии говорится, что США должны решить свою собственную проблему внутреннего долга, чтобы устранить ее дестабилизирующее влияние на мировую экономику, прежде чем обвинять другие страны в долговых проблемах. Министр финансов США Йеллен в своем заявлении во время замбийского этапа своего африканского турне, в котором приняли участие 10 стран, призвала всех двусторонних официальных и частных кредиторов страны, включая Китай, принять активное участие в уменьшении долга Замбии. В последние месяцы визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был встречен негативной реакцией со стороны Китая. Было высказано предположение, что аналогичный визит на Тайвань, находящийся в конфликте за суверенитет с Китаем, мог быть осуществлен Кевином Маккарти, новым спикером Палаты представителей. Технологический гигант Apple постепенно смещает свое производственное внимание с Китая, и Индия готовится стать новым производственным центром. Министр торговли Индии объявил, что Apple планирует производить больше своих продуктов в Индии и планирует производить около 25% всех своих продуктов в стране. Как сообщает GIZ China, компания Foxconn, отвечающая за производство iPhone и других продуктов Apple, увеличивает штат сотрудников в Ченнаи, Индия, в рамках подготовки к этому переходу.